На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Большая работа, масштабные проекты. 1556 человек, общее количество членов Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Итоги 2020 года. АГУ – часть общекавказского научного мира. Абхазский государственный университет вошел в консорциум «Большой Кавказ». Созданные дыханием мастера. Стеклянные елочные игрушки в Сухуме. Начнем с внешней и внутренней политики. В Абхазии выражают серьезное беспокойство в связи с наращиванием военного потенциала Грузии. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства страны, опубликованном на сайте МИД. Как стало известно из выступления министра обороны Грузии Гарибашвили в ходе парламентских слушаний, в 2021-м грузинское военное ведомство планирует закупить партию разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, он отметил, что недавно было подписано соглашение с Израилем об обновлении и полной модернизации противовоздушной системы Грузии. Глубоко убеждены, что интенсификация процесса милитаризации Грузии носит крайне опасный характер и несет прямую угрозу миру и стабильности. Абхазская сторона выражает свое серьезное беспокойство подобными провокационными действиями грузинских властей, способными породить новый виток напряженности в зоне конфликтов, отмечается в комментарии МИД. Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона намерена потребовать у представителей США детальных разъяснений относительно намерений грузинского руководства по наращиванию военного потенциала и обоснованную аргументацию о планах дальнейшего применения подобного высокоточного и крайне эффективного наступательного вооружения в нашем регионе. Общественно-политическая ситуация в стране обсуждалась 25 декабря в ходе встречи руководителей ряда политических партий и общественных организаций Абхазии. В ней приняли участие представители политических партий Амцахара, Единая Абхазия, Айтейра, Народный фронт Абхазии, общественных организаций Апсадгил, Кяраза, Абзанхара, Форум молодежи Абхазии, фонда имени Сергея Багапш и экспертного фонда Ахипшимра. Участники встречи выразили необходимость более активного взаимодействия политических партий и общественных объединений с органами государственной власти. В целях осуществления сотрудничества было принято решение о формировании коалиции общественно-политических организаций в форме единого общественного движения. Республиканская общественная организация Айтгалара ответила на недавнее заявление партии Амцахара. В заявлении Айтгалара, в частности, отмечается: нас действительно пугают сомнительные успехи во внешней политике. Если коллеги-ветераны считают успехом визит в Абхазию грузинских политиков, то нас это пугает. Нас пугают и многочисленные заявления вернувшихся из Москвы патриотов о необходимости диалога с Грузией, недавно обозвавшей нас с нашими братьями-югоосетинами общиной. Пугает нас и долгосрочная концепция внешней политики, в которой возможность многоуровневых переговоров с Грузией нами усматривается как очередной осознанный шаг на непонятно кому нужное сближение с врагом. Врагом, успешно приобретающим новейшие виды вооружений. Искренне верим, что в новом году мы вместе сможем преодолеть противоречия, трезво оценить ситуацию и вернуться к важнейшему делу строительства нашего общего абхазского государства. Также говорится в документе. Продолжаем выпуск. Приказ о незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют на территории Республики Абхазия подписал генеральный директор Черноморэнерго Михаил Логуа. Согласно приказу, районным филиалам РУП Черноморэнерго и филиалу Энергосбыт поручено отключить все незаконно действующие фермы по добыче криптовалют в срок до 29 декабря. Отрезать кабеля и провода на воздушных линиях 6-10 вольт, проверить соответствие вида деятельности согласно выданным техническим условиям. В случае осуществления майнинг криптовалют юридическими и физическими лицами по ранее выданным техническим условиям на другие виды деятельности, данные технические условия будут аннулированы. Кроме того, установить персональную ответственность руководителей территориальных филиалов РУП Черноморэнерго и филиала Энергосбыт за самовольное технологическое присоединение к электросетям всех абонентов для целей майнинга
криптовалют. Неисполнение настоящего приказа влечет за собой освобождение от занимаемой должности. 24 декабря вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Азган провела первое заседание комиссии по проведению конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткварчалского месторождения каменного угля, сообщает сайт Минэкономики. На заседании рассматривались заявки от организаций, поступившие в адрес министерства, оценивались их финансовые, технические и технологические возможности. Окончательное решение комиссии по данному вопросу комиссия примет на втором заседании, которое назначено на 28 декабря. Большая часть территорий, на которых располагались лесосеки Гулрыбского и Очимчирского лесхозов, были включены в национальный парк Кадорское ущелье, в связи с чем лесхозы с объемами вырубки 3–3,5 тысячи кубических метров в год были лишены источника древесины, сообщает сайт Минэкономики. 24 декабря Кристина Азган провела рабочее совещание с начальником Государственного управления лесного хозяйства Анзором Ашхатцава. Обсуждался проект постановления Кабинета министров об утверждении лесосечного фонда и восстановительных работ в лесах Республики Абхазия на 2021 год. Минсельхоз Абхазии получил партию химикатов и оборудования для борьбы с насекомыми-вредителями. Около 200 тонн химических препаратов для лечения растений от заболеваний и вредителей, феромонные ловушки, а также садовые вентиляторные прицепные опрыскиватели доставлены в Абхазию. Все это мы получили по линии межправительственного соглашения между Абхазией и Россией. В этом году было выделено 130 миллионов рублей на борьбу с мраморным клопом, американской белой бабочкой и другими насекомыми-вредителями, проинформировал вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопо. Всего было закуплено 6 единиц садовых вентиляторных прицепных опрыскивателей на сумму 6 миллионов рублей. Они будут распределены по районным МТС. По словам Джопо, хороший урожай в этом году – свидетельство того, что проведенные защитные мероприятия имели положительный эффект. Плановые рейдовые мероприятия у берегов Пицунды и Гагры, а также поселка Цандрыпш провели сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии совместно с представителями Погрануправления ФСБ России в Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС. В ходе рейдовых мероприятий жители города Пицунда жаловались на то, что крупные турецкие рыболовецкие суда нарушают установленные правила и производят вылов рыбы ближе 50 метров от берега. Сотрудники ГИМС проинформируют соответствующие инстанции о данном факте для устранения в будущем подобных нарушений. Большая работа, масштабные проекты. 1556 человек – общее количество членов Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Об этом на встрече, посвященной деятельности ВААК за 2020 год, сообщили члены Высшего совета организации. Какие именно проекты были осуществлены Конгрессом в уходящем году? В репортаже наших корреспондентов. На связи Сухум, Стамбул, Москва и Питер. Пандемия COVID-19 не преграда провести итоговую в 2020-м встречу членов Высшего совета и Президиума Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Открывая встречу, руководитель аппарата председателя Высшего совета ВААК Кантани отметил, что, несмотря на карантин, Конгресс в уходящем году реализовал 28 мероприятий. В течение года продолжался прием людей в члены Конгресса, и на сегодняшний день в наших рядах официально насчитывается более 1500 человек из 14 региональных отделений. Продолжались открытия местных отделений. В Абхазии у нас 31 местное отделение, в Турции 8. Силами команды Конгресса были организованы и реализованы 28 мероприятий в течение года. Дискуссионный клуб Конгресса провел 20 заседаний на темы сохранения окружающей среды, экологии, здоровья матери и ребенка и психологии. Сотрудники Конгресса были активно включены в борьбу с коронавирусом. Была оказана помощь всем соотечественникам, вернувшимся на родину и обратившимся за помощью к Конгрессу, а это 126 человек. Мы обеспечили их продовольствиями на период карантина. Более того, Мусаик Зеков закупил оборудование и медицинский инвентарь согласно списку оперативного штаба Министерства здравоохранения Республики Абхазия. Региональное отделение в Турции организовало выплату денежных пособий на время карантина абхазским студентам, проходящим обучение в Турции. Была восстановлена традиция зажжения поминальной свечи Ашамака в День памяти махаджиров.
Был запущен проект «Говорим по-абхазски, говорим по-абазински». Это 80 онлайн-уроков по изучению родного языка. Все эти мероприятия – лишь небольшая часть проделанной ВАК работы, отметил Кантания. На 2021 у Конгресса большие планы и масштабные проекты, о которых рассказал исполнительный секретарь организации Инар Гицба. В 2021 году основные усилия организации будут направлены на продолжение деятельности по открытию местных отделений Конгресса в населенных пунктах Абхазии, предполагая формирование активной гражданской прослойки на местах с целью решения ключевых потребностей населения. Как уже докладывал Откан Валерьянович, на сегодняшний день сформировано 31 местное отделение, в которых ведется активная работа. Цель – работа в каждом селе и населенном пункте. По итогам учреждения местных отделений и совместной деятельности по решению ключевых потребностей жителей планируется проведение ориентировочно осенью следующего года расширенной встречи с главами этих местных отделений, где будут подведены промежуточные итоги и намечены планы на интенсификацию и укрепление этой деятельности. Вместе с тем продолжится работа по реализации проектных мероприятий. Среди них особо хотел бы выделить такие зарекомендовавшие себя и получившие положительные отзывы проекты, как проект «Аштра» и проект по сохранению нематериального культурного наследия Мазара. Вся информация о проделанной работе публикуется на официальном сайте Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. О работе инфопортала рассказала выпускающий редактор Изольда Хагба. По ее словам, в 2020-м на сайте ВАК вышло 930 публикаций на абхазском, русском, абазинском, турецком, английском и арабском языках. Также растет количество подписчиков в социальных сетях Конгресса. Например, в Фейсбуке у ВАК более 13 тысяч подписчиков. На платформе Zoom представленные доклады выслушали члены Высшего совета и Президиума Конгресса. Его председатель Муса Экзеков дал положительную оценку проделанной в 2020-м работе. Мы были всегда на низком старте, мы отвечали на все просьбы, помогали, ну и продолжаем помогать, не оставляя реализовывать все пункты программы, которые заложены на этот год. Да, что-то мы перенесли, какие-то праздники не удалось сделать, но такая ситуация, я думаю, что все понимают. Спасибо большое. Завершая заседание Высшего совета, Кантания отметил, что общая сумма затраченных на реализацию вышеперечисленных проектов Конгресса средств – 13 миллионов 312 тысяч рублей. Источник финансирования – добровольные пожертвования председателя Высшего совета ВАК Мусы Экзекова. Анастасия Никонова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. АГУ – часть общекавказского научного мира. Абхазский государственный университет вошел в созданный консорциум «Большой Кавказ». Свои подписи под документом поставили ректор Абхазского государственного университета профессор Олег Угварами и его коллеги Дмитрий Беспалов, ректор Северо-Кавказского федерального университета, и Гиазар Варданян, ректор Национального университета архитектуры и строительства Армении, а также ректор Юго-Осетинского госуниверситета Вадим Тедеев. О том, какие пункты включает в себя документ о консорциуме, расскажет Анастасия Никонова. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю вас за поддержку инициативы Северо-Кавказского федерального университета. 4 ректора – Олег Угварами, Гиазар Варданян, Дмитрий Беспалов и Вадим Тедеев подписали соглашение о создании консорциума «Большой Кавказ». Договор объединяет работу Абхазского государственного, Северо-Кавказского федерального, Юго-Осетинского и Национального университета архитектуры и строительства Армении. Приветствуя коллег на платформе Zoom, ректор АГУ Олег Угварами отметил, что главная цель соглашения – развитие образовательных, научных и гуманитарных проектов. Какая цель создания нашего консорциума? Это развитие научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества в области изучения и преподавания русского языка. Такой же договор мы, кстати, имеем с Чеченским университетом тоже. Интеграция научно-образовательного пространства вузов Большого Кавказа. Да, Кавказ очень большой. Пока что речь идет о 4 университетах. Я очень надеюсь на то, что будут университеты, которые пожелают участвовать в работе такого консорциума, и в договоре учредительном об этом четко сказано.
Подписание договора – знаковое событие для 4 вузов, отметил ректор Северокавказского федерального университета Дмитрий Беспалов. По его словам, создание консорциума – хороший итог непростого 2020 года. Наши вузы связывает успешное академическое сотрудничество. Принимая во внимание мощный академический потенциал университетов, уверен, что консорциум «Большой Кавказ» станет эффективной площадкой для устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества вузов консорциума в реализации образовательных, научных и культурных проектов. Консорциум – еще один шаг в сближении не только вузов Кавказа, но и самих республик, отметил, приветствуя гостей, ректор Юго-Осетинского госуниверситета Вадим Тедеев. Я хочу обозначить те теплые отношения, которые сложились у нас с Абхазским государственным университетом. Для меня Олег Алексеевич является старшим братом. Соответственно, наши отношения также являются братскими между нашими вузами. У нас одна история, у нас одни и те же риски. И меня радует, что те отношения, которые сегодня сложились между нашими вузами, они максимально эффективные. Спасибо, Олег Алексеевич, за это. От лица Игиазара Варданяна, ректора Национального университета архитектуры и строительства Армении, выступил ректорат вуза. По словам ученых, университет готов к совместной и плодотворной работе. После диалога ректоры вузов онлайн подписали соглашение о создании консорциума «Большой Кавказ». Анастасия Никонова, Тор Никамичба, Абаза ТВ. Сообщение оперативного штаба за 24 декабря. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 560 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 101 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8236 человек. 105 летальных случаев, выздоровели 6508 человек. Между тем, мобильный госпиталь Минобороны России выполнил поставленные задачи по оказанию помощи населению Южной Осетии в борьбе с COVID-19 и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации, сообщается на сайте Минобороны России. За время функционирования мобильного госпиталя в Южной Осетии было вылечено около 200 пациентов, проведено более 2000 ПЦР-исследований, 1600 лабораторных исследований. Специалисты мобильного госпиталя оказали амбулаторно-консультативную помощь примерно 1500 человек. Печальная весть. 24 декабря на 56-м году жизни не стало ветерана Отечественной войны народа Абхазии Вардена Гуляда Мибония. Награжденный медалью за отвагу за личной подписью Владислава Арценба, Варден Мибония – боец группы «Стрелец» Восточного фронта под командованием Бориса Топагуа. Участник целого ряда наступательных операций. Дошел до Ингура 30 сентября 1993-го. Инвалид второй группы, отец 7 детей. В архиве Абаза ТВ есть репортаж 2018 года, где рассказывается об известной операции по освобождению села Лата, в которой Варден Мибония также принимал непосредственное участие. Подготовка к наступлению на Лабру. Поздно вечером было решено, кто пойдет в бой, в количестве 9 человек. Я, Бонда, Амар, Зурик, Пика, Гулят, Шипа, Марина, Рома – все добровольцы. Записал в своем дневнике Борис Топагуа, командир группы «Стрелец», накануне освобождения села Лабра. Высшая точка этого населенного пункта позволяла контролировать довольно большую территорию. Кроме того, продвижение вглубь Абхазии через Кутол могло сулить противнику проникновение в самое сердце сопротивления – город Куарчал. Этого и пытались избежать бойцы Восточного фронта, освобождая Лабрскую сопку. 1 марта Лабрская сопка окончательно враг был разбит. 9 марта. 9 марта была освобождена и укрепились оборонительные укрепления, позиции были созданы. С 9 марта грузин не сумел подняться, потому что позиция была очень усиленная. Контактные бои шли, это ежесуточно, ежедневно, вылазки и то и другое, но все же грузин не смог больше овладеть этой сопкой. Все это Гивит Свинария рассказывает школьникам и студентам, тем, кто знает о войне 92-93 годов лишь по учебникам да рассказам взрослых. Встретиться с молодежью было решено именно 1 марта, в особый для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии день. Именно 1 марта 93 года село Лабра было освобождено первый раз. Но, как рассказывают участники освободительной операции, им пришлось отступить по многим причинам. Во-первых, нужно было спасать раненых, а во-вторых, не хватало боеприпасов и людей. Ночью приближалась
И уже там ни один, ни два раненых появилось. Надо было их вытаскивать, их убирать. Что было делать? Кто воевал, раненых вытаскивали. Тихо шли дальше. Уже на ночь пришлось вернуться назад. Не выдержали, людей не было, столько раненых, столько. Тихо вернулись. На второй день уже Лабра наш не был. Согласно историческим документам, а именно плану грузинского генерала Датуашвили и полковника Вашакиди, который стал доступен после освобождения Очимчиры, противник рассчитывал рассечь Восточный фронт с целью подавления абхазского сопротивления. Первым препятствием на пути захватчика была позиция абхазских войск между селами Лабра и Кутол. Здесь проходили генералы ихние. Мы их здесь задерживали. А что скрывать? А потом эти были генералы грузинские. Их допрашивали, сюда брали. Потом они сами подменялись как-нибудь. Наши вышестоящие в мире рядовые шли на бой. Но штабники же были, не так что ли? Они там договаривались, как, что, почему они должны, нет, что должны они на нас напасть, извините. Что не поделили, которые не сдали, приезжали зоновцы, они нам договоры делали, приходили, что, как, чего. А мы то, что знали, то объяснили, наше держать оружие, защищать окопы, сидим, больше никакой политики мы не знаем. Мы сами себе из своих домов и из своих детей защищаем. А там правительство, что решает, это нам неизвестно было, и не собирались их спрашивать. Этот танк в селе Лабра, выполняющий функцию памятника, 25 лет назад был отвоеван у противника. Аик Кисян и его группа назвали его «Тигр». Как рассказывают ветераны, на их счету не один трофейный танк, и каждый из них они называли «Тигром». По словам историков, для жителей села Лабра освобождение от грузинской оккупации имело такое же значение, как и для всей абхазской армии. Известно, что здесь производили насилие над мирным населением. Здесь отнимать, заставляли их рыть ямы, детей туда, значит, они заставляли, чтобы они своих детей, значит, потом за золотом приходили, ставили им определенные. Ну, здесь бандитские такие. Они здесь, пугая местное население, хотели запугать и абхазское население. То есть они таким образом хотели показать, что если они туда придут, то подобное они сделают и с абхазами. То есть по большому счету производился геноцид. 2 марта село Лабра, которое пришлось оставить нашим бойцам, вновь было занято грузинскими войсками. Но 9 числа группы Восточного фронта Абхазской армии предприняли вторую попытку освобождения, которая также увенчалась успехом. С того момента и до самого 30 сентября противник не раз предпринимал попытки вернуть утерянные позиции, но безуспешно. Мы стоим, ждем. И смотрим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13 человек посчитали. И идут как ослики. Автомат на спину, как будто к себе домой идут. Баро говорит, бедный, подпускайте сколько можно близко, не говорите. Тихо, тихо, идут. И он команду дал, давай. И когда он команду дал, давай, всех уложили. Вместе с ветеранами и историками на местах боевой славы побывали студенты филологического факультета. Для молодых людей оказаться там, где родные и близкие отстаивали свободу Родины, по их же признанию, мероприятие насколько трогательное, настолько и ответственное. Можно сказать, героически тут проходили войны, наши братья, можно сказать, в такую погоду, когда холодно было, когда, не знаю, такие эмоции, такие ощущения, как будто бы до сих пор они где-то живы, где-то они здесь находятся. Не знаю, ощущение, как бы, что они рядом до сих пор. Ветераны, историки и студенты побывали на основных позициях Лабрского освобождения. Но вспоминали они не только бойцов, потерянных в ходе боевых действий. Через 22 года после окончания войны здесь погиб 24-летний молодой человек, подорвавшись на мине, которую задел в ходе ремонтных работ. По словам ветеранов, такие случаи будут происходить и впредь, ведь еще множество боеприпасов не найдено и не обезврежено. Марьяна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.
Созданные дыханием мастера. Стеклянные елочные игрушки – большая редкость сегодня. Более дешевый и неприхотливый пластик вытеснил с рынка традиционные стеклянные шары. Однако в Сухуми есть место, где можно не только приобрести подобные елочные украшения, но и заказать по собственному вкусу. Тему продолжит Марианна Котова. Температура пламени около 1000 градусов, а мастер голыми руками над ним разогревает стеклянную заготовку. Когда стекло превратится в красную субстанцию, можно дуть, придавая форму размягчившемуся и податливому материалу. Но это творчество, это интересно, это я сразу, как мне предложили, я начал интересоваться этим, все узнавать и в интернете. И здесь у мастера занимался. В принципе, очень интересно. Опасно, конечно, но чего привыкаешь. Дмитрий из стекла может выдуть любую форму, например, вот такие символы Нового года. А из смайта делает стеклянные сувениры, которые пользуются спросом круглый год. По образованию Дмитрий художник, но несмотря на художественный вкус и твердую руку, стеклодувному мастерству ему пришлось учиться с нуля. Вначале просто элементарно мастер давал мне трубки, я просто вытягивал, около полгода, наверное, просто вытягивал, учился ловить центр. Просто с пламенем очень легко плавится, но его нужно постоянно крутить, постоянно работать руками, одновременно, причем обеими руками. Когда стеклянные заготовки становятся вот такими шарами, работа Дмитрия завершается. И эти еще полуфабрикаты отправляются в дизайнерскую мастерскую, где их декорируют. Клеем наносят орнамент, а затем обсыпают глиттером. Абсолютное большинство этих шаров – индивидуальный заказ. По заказу, то, что желает, рисунок, фотография, логотип свой. Цвет тоже выбирают, какой хотят. В подарок нашему каналу студия «Артель» изготовила 3 елочных шара. Страшно представить, что над одним украшением работает аж 4 человека. Стеклодув, графический дизайнер, печатник и художник. Так, наносится 2 слоя лака. Вот это вот здесь видно на просвет. Это как бы основа, на которую наносится 2-й слой лака, на который уже, пока он еще достаточно вязкий, наносится вот этот глиттер, так называется, блестки вот эти. И все, и высыхает, и достаточно просто переносится на любое, даже на плоское, на выпуклое. По словам Марины, стеклянные елочные игрушки производства студии «Артель» пользуются спросом у ценителей ручной эксклюзивной работы. Но все-таки это, как говорится, и приятно. Во-первых, подарок очень приятный, что это стекло и ручная работа. Ну, пластик, он пластик. Мы все знаем, что в тепле пластик выделяет это вредные вещества тоже. Но я все-таки думаю, стекло это красиво и подарок очень оригинальный. За стеклянными елочными шарами в студию «Артель» обращаются в основном постоянные клиенты. Вот приходят у нас бабушки, дедушки, внуков, фотографии делают на заказ и дарят каждый год. То есть ребенок растет и меняется. То есть я тоже вижу, как ребенок уже растет каждый год. Вот такие именные шары пользуются особенной популярностью жителей Абхазии. Эксклюзивные, экологичные и пропитанные теплом рук мастеров, приложивших свой труд к их созданию. Марианна Котова, Рамо Камкия, Абаза ТВ. Без зрителя нет театра. Итоги 39-го театрального сезона подвели в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера. В ковидный год 120 мероприятий, 105 спектаклей, 3 телеверсии и 4 выезда на гастроли в Россию. Впечатляют. Однако генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба тревоги не скрывает. Театр не должен быть закрыт. Даже в условиях пандемии. И Русдрам готов показать пример, как можно работать со строжайшим соблюдением стандартов эпидемической безопасности. Репортаж Надежды Боровиковой. 39-й театральный сезон, хоть и с известными ограничениями, прошел в Государственном русском театре драмы имени Искандера довольно насыщенно. За 9 месяцев Русдрам провел 120 мероприятий, из которых 105 репертуарные спектакли. И это не считая онлайн-проектов, на которые в условиях пандемии вынужденно перешли артисты театра. Мы сделали 3 высококлассные телеверсии наших спектаклей. Самого высокого класса, которые можно показывать в любом кинотеатре в формате HD, Full HD. Это Хаджи Мурат, это Широколобы и Электро. Эти спектакли сейчас доступны по подписке в онлайн-кинотеатре ОККО, таком известном, да, это проект Сбербанка России. И мы даже уже получили первые роялти, первые
Ну, небольшая сумма, конечно, но нам перечислила ОКО за то, что эти спектакли смотрели по подписке пользователей, перечислила определенную сумму. Но мы уже заработали чуть на этом. Премьеры 39-го сезона – это постановки «Королевский Новый год», «Приключения Буратино», «Оскар», «Радость вопреки всему», «Дневник авантюриста», который изначально шел под названием «На каждого мудреца довольно простоты», и, пожалуй, главная премьера 39-го сезона – спектакль «Кровавая свадьба». Мне кажется, вообще в целом труппа стала работать иначе после этого спектакля, и в других спектаклях тоже. Это касается и речи, это касается энергетики, касается просто какого-то вот... более глубокого понимания своей профессии. И этот спектакль шел у нас на аншлагах, пока вот не прекратилась наша временная деятельность. И, конечно, мы его на гастролях, особенно в Москве, просто триумфально показали. Там успех был невероятный просто. Несмотря на ограничения, труппа «Русдрама» умудрилась 4 раза показать свои спектакли за границей. В рамках программы «Большие гастроли» Министерства культуры России театр побывал в Смоленске и принял участие в фестивале русских зарубежных театров в Москве. Кроме того, «Русдрам» стал победителем на Липецких театральных встречах и с большим успехом показал игрока на фестивале Достоевского. В Великом Новгороде на знаменитом фестивале Достоевского там не вручаются награды, то есть там нет мест, там, наград и всего остального. Но мы там сыграли спектакль «Игрок», к сожалению, без нашей капеллы, но с концертным хором Санкт-Петербурга. Я вам хочу сказать, что это, на мой взгляд, был лучший показ «Игрока», актерский именно. Вот в том, что касается работы актеров, видимо, какая-то мобилизация на гастролях, ну прям вот мощно было, и зал, конечно, был в потрясении. И там стоячая была овация, чего в Великом Новгороде не наблюдается вообще, в принципе, ни на каких спектаклях. Нам вот об этом сказали. Неоднократно генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба высказался о необходимости открыть театр зрителям. Мы должны научиться жить с этим вирусом, и театр должен работать, но с соблюдением всех мер безопасности. Это прекрасно реализовано в России и позволяет и не погубить театр, и не подвергать опасности зрителя. Почему же мы не можем так сделать, интересуется Ираклий Хиндба. Никто же насильно не заставляет приходить человека, который боится выходить из дома, либо который, боится. Пожалуйста, но дайте возможность людям, которые хотят увидеть спектакль, дайте им такую возможность. Тем более мы гарантируем, я даю слово свое, как, не знаю, человеческое, профессиональное, какое вы хотите, мы гарантируем соблюдение зрителями всех требований безопасности. Мы это сделаем, мы умеем это, мы знаем. Я не зря ездил и смотрел, как это организовано все. Гендиректор Русдрама признался, что переживает о судьбе театра. Я постоянно думаю о том, как сделать так, чтобы это дело не развалилось, чтобы артисты не потеряли интерес к профессии, не утратили веру в свое дело. Люди, которые здесь работают, они работают только в театре. У них нет других источников дохода. Если они сейчас начнут работать где-то в других местах, все, театр начнет распадаться. Это же трагедия. Потерять вот это вот то, что у нас есть. Вот почему я очень переживаю по этому поводу. Меня это гложет, гнетет. Я не могу с этим смириться. Я не могу смириться с этим, пока я не удостоверюсь в том, что все возможные способы испробованы, не допустить такого состояния, как сейчас. Если в зале, вот в этом огромном зале будет сидеть 80 человек на расстоянии в масках, что они будут под угрозой заражения, пусть меня убедят в этом. Ираклий Хиндба выразил готовность работать по нормам Роспотребнадзора или санитарной службы Абхазии, или даже предложить свое видение безопасной маршрутизации зрителей в театре, лишь бы дали работать. Причем решение по каждому учреждению культуры необходимо принимать индивидуально, считает гендиректор Русдрама. Здесь не должно быть общего подхода для всех. Понимаете, есть такие учреждения культуры, которые могут реализовывать эти меры, а есть, которые не могут. Но нельзя всех на одну ступень ставить, что все одинаковые. Не все одинаковые, извините. Есть более эффективные, более успешные, есть менее, более продуктивные, более способные к выполнению государственных требований, менее способные. И вот надо давать возможность тем, кто может, им давать возможность работать. А не вот учреждение культуры, как вот некая вот общность, да, которая вот совокупность. Всем нельзя, либо всем можно.
Это так не делается. В преддверии праздников артисты Русдрама не только скучают по новогодним спектаклям, но и активно готовятся к следующему юбилейному театральному сезону. Пока что анонсировано 3 премьеры. Моноспектакль Османа Абухба «Последний из ушедших» в постановке Джамбула Журдания, моноспектакль Миланы Ломия по произведениям Иосифа Бродского, режиссер Мария Романова, и спектакль по книге «Солярис» Станислава Лема в постановке Артема Устинова, режиссера «Электри». Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Теперь о погоде. Как сообщают синоптики, в последние выходные дни в этом году, 26 и 27 декабря, в республике переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 4, днем до 14 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире. Удачных выходных!